Топ-10 самых красивых мужчин татар. Марат Сафин. Теннисист, заслуженный мастер спорта России, депутат Государственной Думы Российской Федерации, кавалер Ордена Почета. Марат родился в татарской семье в Москве. Спортивные родители с детства привили мальчику и его сестре любовь к спорту. Трудно поверить, но сначала маленький Сафин выбрал футбол в качестве хобби и совсем не хотел играть в теннис. Но уже в 20 лет Марат стал первым российским игроком, выигравшим на US Open. Он сохранял статус первой ракетки мира в течение 9 недель и стал живой легендой в мире тенниса. После теннисной карьеры Сафин попробовал себя в роли депутата и спортивного комментатора. Тимур Батрутдинов. Юморист, актер, телеведущий. Тимур Батрутдинов – один из самых известных холостяков в российском шоу-бизнесе. Не зря он участвовал в одноименном телешоу. Татарин по отцу, родился он в Московской области и прославился в шоу Comedy Club. Еще в студенчестве он увлекался юмором и участвовал в КВН. Это и привело его к успеху. Сегодня Тимур – известный комик, актер и телеведущий. Он часто попадает в рейтинги завидных женихов и самых ярких холостяков телевидения. Тимур Юнусов. Российский хип-хоп-исполнитель, певец, музыкальный продюсер, актер и предприниматель. Тимур Юнусов наиболее известен как Тимати, рэпер из 4-го сезона «Фабрики звезд». Молодой исполнитель с необычной внешностью и пробивным характером сразу стал любимцем девушек. Так началась его довольно скандальная карьера. Сейчас Тимати известен своим музыкальным лейблом Black Star и множеством одноименных бизнесов. Недавно рэпер участвовал в шоу «Холостяк». Тимати до сих пор пользуется большой популярностью у девушек, раз они выстраиваются в очередь за его розой. Ринат Мамашев. Российский хоккеист, защитник. Молодой хоккеист сейчас на самом пике своей карьеры. Ринат родился в Москве в татарской семье. Рано увлекся хоккеем. Уже в самом начале карьеры он выступал за команду Западной хоккейной лиги, но через год вернулся на родину. Здесь Мамашев сыграл уже за 10 клубов. Ринат вечно попадает в списки самых красивых спортсменов татар. Что ж, сложно отрицать его превосходные внешние данные, которые никак не мешают ему хорошо играть в хоккей. Шамиль Хаматов. Российский актер театра и кино. Шамиль – младший брат Чулпан Хаматовой, поэтому у него был яркий пример актерской карьеры перед глазами. Сам Хаматов с 2005 года попал в труппу театра «Современник», а к 2016-му стал лауреатом премии Москвы в области литературы и искусства в номинации «Театральное искусство». Шамиль сыграл в более 20 фильмах и сериалах и более 10 ролей в спектаклях «Современника» и Российского академического молодежного театра. Он является частым участником рейтингов самых красивых людей Татарстана и России. Рудольф Нуриев. Советский, британский и французский артист балета и балетмейстер, солист Ленинградского театра оперы и балета имени Кирова. Рудольф Нуриев – легендарный российский артист балета, который покорил мир не только балетными па, но и своей невероятной красотой и харизмой. Пронзительные карие глаза, чувственные губы – такие детали запоминали о танцоре с первой же встречи. Судьба Нуриева восхищает. Мальчик из татарской семьи и маленького русского города, который пошел против воли отца, а затем и целого государства. И все ради мечты – танцевать в балете. В этом состоит настоящая красота Рудольфа. Денияр Белелетдинов. Российский футболист, полузащитник, заслуженный мастер спорта России, бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года. Денияр родился в Москве в татарской семье. Его заметили в юношеской сборной «Локомотива» и пригласили в основной состав. Белелетдинов стал молодым спортсменом, подающим большие надежды. Этим и своей необычной внешностью Денияр привлекал много девушек. Болельщики «Локомотива» заметили прибавление девушек в фанатских рядах и списывают это на появление Белелетдинова в клубе в том числе. В честь футболиста создаются фанатские группы. Также Денияр часто попадает в рейтинги самых красивых. Рустем Хайрудинов. Российско-британский пианист. Рустем учился музыке в Казани и в Москве, а затем отправился в аспирантуру в Великобританию.
Сам пианист говорит об этом так: «Музыкант я русский, но я татарин, самый чистокровнейший. Я очень этим горжусь и всякий раз говорю, что я татарин, русский пианист и подданный двух стран – России и Великобритании». Сейчас Хайрудинов является самым молодым профессором Королевской музыкальной академии. Статный татарский мужчина попадает в списки самых красивых мужчин, татар и музыкантов по всему миру. Ринат Досаев – советский футболист-вратарь, первый обладатель приза «Лучший вратарь мира» 1988 года, заслуженный мастер спорта СССР, включен в список FIFA 100. Советский вратарь начал карьеру футболиста в 9 лет. Досаев играл в наших и испанских клубах, тренировал вратарей и целые команды. Сейчас Ринат живет в Испании с семьей, время от времени участвует в ветеранских матчах и пишет книги. Молодой советский вратарь в свое время вызвал ажиотаж в Испании. Женщины были влюблены в красивого, пусть и женатого татарина, а мужчины мечтали выпить с ним пиво. Дмитрий Бигбаев – российский актер театра и кино, режиссер, драматург, театральный продюсер, певец, автор текстов, композитор. Дима Бигбаев известен многим как певец, он участвовал в «Фабрике звезд» 2007 года. Татарин по отцу, он родился в Уссурийске и уже в 14 лет переехал в Москву. С тех пор и живет там. Уже на «Фабрике» в составе группы «БИС» Дмитрий стал любимцем девочек по всей стране. В это же время Бигбаев развивает карьеру на телевидении, в театре и кино, поэтому постепенно уходит от музыки. Сейчас Дмитрий радует всех своей красотой со сцены или с экранов телевизоров.